на обороте там штампки, Зотов. И я сразу узнал, когда он сказал, я его, конечно, лично сама первый раз вижу. Но когда он сказал Зотов, я говорю, вы фотограф? Да, говорит, я фотограф. Пожалуйста, я фотограф, да. Мои фотографии сотни тысяч знакомых людей. Знаковых. Вот в том числе Бакей Дрисович. Это, так сказать, фигура небесного значения, фигура мирового значения. Все время, которое мне досталось с ним быть, это действительно золотое время, и память это действительно храню как особый момент. Когда бы к нему не пришел, что делалось? Снимался фартук, поворачивался к тебе лицом, и начиналась беседа. И слушал, и говорил. Ибо общение – высший дар. Это у меня вот заложилось на самом деле. И действительно, кто с ним общался, ощутимо, сколько в этом человека его вошло. Это неизмеримо. И то, что какие-то вещи вспоминаются отдельные такие, на его даче в Устикаво, там это съемка у меня, где они там вдвоем с Левой сидят. Помните, картина есть такая, где они сидят, а я добавил фотографии в этот момент. Даже такая забавная вещичка была у меня, когда там малолетний сын у меня был в поездке к нему. Он подходит, а Бакей что-то рисует, значит, там этюд. Он подходит: деда, а что ты там красишь? Ну, крашу, вот видишь, вот я все-таки художник, вот крашу. 93-е. Я помню, когда, значит, великолепная выставка в музее, все залы. И первый секретарь обкома партии, напомнить, как его фамилия была? Нет. Усманов. Значит, конечно, великий художник, все, но все-таки первое слово на торжестве было предложено сказать этому самому заведующему, да, Исхаку, потом директор Института культуры. Беляев. Но тут высокие гости из Москвы, вот на открытии выставки в этом музее, говорит, что вы, господа, присутствуете при жизни гениального человека, гения. И кончилось тем, что этот первый секретарь через текст доклада вырвал у этого Беляева и сам прочитал, потому что он наконец проникся, что это действительно гений. Каких больше всего запомнилось несколько хоком, которые, значит, выдал Бакей Дрисович. У меня было два события в жизни, два великих события. Это Великая Октябрьская революция и обрезание. Зал, конечно, как грохотнул. И тут же вдруг вокалист, этот 90-летний мужик, выдал в этот зал такой вокалист, что все блеснули слезы. И кончилось, конечно, овацией, такой дикой овацией, вставанием. Это был, конечно, апофеоз. Полчаса хлопали. Да, и тут ему было вручение ордена Октябрьской революции. Извините, после чего он сказал: я знаю, я верю, мир будет социалистическим. Вот его последняя речь. Да, это, это у меня вынялось это все, эта съемка была в альбоме, в альбом был подарен Бакею Дрисовичу, наверняка, наверное, в музее где-то здесь. Ну, по архиву говорить, у меня еще, так сказать, полметра его съемок в моем архиве, что-то надо с ним делать, будет чего просто решиться. Так что я
всех вас рад видеть с тем, что в каждом из вас живет память об этом большом человеке. И поклон вам всем. Да, и помните, кто был на похоронах в Киеве? У нас много. Я была, я выступала. Тот получил от меня открытку. Не Была получили. открытка, штук 300 был без печатной, кто вот так был на похоронах, получил Может, открытку. вы получили, наверное. Я Сейчас вот свое стихотворение прочитает Харчик Яков, журналист, поэт, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Будьте здоровы. Приветствие это, конечно, не много, но как же приятно. Доброе слово всей жизни основа. Раз повелось-то, будьте здоровы. Искусство живописи властно. Оно пленительно прекрасно, чаруя радует сердца и увлекает без конца. Блуждая в поисках и бдениях нам дай радость вдохновения и новизны, волшебный свет и вечный дружеский привет. И, конечно, у всех всегда возникает вопрос, для чего живем? Для впечатлений. Жизни дни торопим невзначай, и для удивительных свершений мы спешим свидание назначать. Жизнь нам открывает свои тайны, как рассвет, сияние зари. Все, что происходит, не случайно в нашей жизни. Что ни говори, мы идем дорогой устремлений. Жизнь чудес пленительных полна, в развороте новых поколений к созиданию душа устремлена. Соло Борис. Слово предоставляется народному художнику Татарстана. Они спешат на другое мероприятие. Ну, спасибо большое, что пришли. Вся моя жизнь связана с книгой. Я многие годы проработал в книжном издательстве, и мне повезло через свои руки пропустить, можно сказать, сделать оформление двух очень хороших книг, посвященных творчеству Бакыева Манча. Это «Духовный мир» Бакыева Манча и «Гадулла Тукай» творчестве Бакыева Манча. Конечно, об этих книгах уже много было сказано. Творчество Бакыева Манча необъятное, можно сказать, в любой области. И, пожалуйста, графика, живопись, скульптура, поэзия. Я хочу сказать сегодня об одной работе, о портрете Калим Насыри. Дело в том, что Калим Насыри – это наш великий просветитель. Ему исполнилось 19 февраля 190 лет. Это наш выдающийся ученый. Мы должны гордиться такими людьми. И так получилось, что Бакыев Манча создал его скульптурный портрет. Вот говорят, ни одной фотографии не сохранилось Калим Насыри, а фотография была в нашем роду, потому что он мой родственник со стороны матери. В 1933 году улица Захаревская переименовали в улицу Насыри. И в это время попросили фотографию, где он снят среди наших родственников Калим Насыри. И якобы для увеличения и популяризации. И с тех пор фотография исчезла. И надо сказать, Калим Насыри ходил по тем самым местам, где учился на Медресе Мухаммадия Бакыева Манча. И он мог его видеть, даже маленьким. Фактически, когда он умер, было ему, наверное, около 7 лет. То у моей мамы отец дедушки и мама Калим Насыри, они брат и сестра. И вот сохранилась его фотография. Он Мухаммад Исуф, он был ахуном,
И вот когда смотришь на портрет, выполненный Гурманчан, и на фотографии, они очень похожи друг на друга. Фактически их отец и сестра – это родные люди. Так получается в истории, они даже могут быть похожи. Вот те же самые черты лица, нос немножко чуть-чуть, можно сказать, курносый, мясистый. Уши там, впалые щеки, скулы немножко выделяются. Так что если на эту фотографию посмотреть, то можно сказать, что это копия Полины Сырьевой. Это не все. Сейчас я хочу предоставить слово Амир Талевичу Загирову. Это ученик Владимира Ивановича. Он с ним очень много работал, бок о бок, он, конечно, можно сказать. А вот у нас уже спешит, торопится и уходит.